Слово для выступления предоставляется обращающей стороне Плохутину Ивану Викторовичу. Прошу пройти к трибуне. Уважаемые участники, коллеги, судьи Конституционного суда Кыргызской Республики, соканцлер полностью поддерживает поданное ими ходатайство, которое сейчас было озвучено. По поводу нашего обращения в Конституционный суд Кыргызской Республики явилось то обстоятельство, что в ходе судебных разбирательств появилась неопределенность в вопросе о том, соответствует ли Конституции норма пункта 2 части 2 статьи 373 Гражданского процессуального кодекса Кыргызской Республики от 25 января 2017 года за номером 14, опубликован в газете «Эркинтоу» от 2 февраля 2017 года за номером 12-13, который устанавливает, что основанием для пересмотра судебных актов, вступивших в законную силу по вновь открывшимся обстоятельствам, является установленный, вступивший в законную силу актом суда, прокурора, следователя, заведомо ложные показания свидетеля или специалиста, заведомо ложные заключения эксперта, заведомо неправильный перевод, подложность документов либо вещественных доказательств, повлекших за собой постановление незаконного и необоснованного судебного акта. А соканцлер долгое время судились с ИП Соловьевой, которая с 3 апреля 2017 года по 1 августа 2017 года вела с нашей компанией совместную деятельность по реализации наших товаро-материальных ценностей у себя в магазине. И после, когда ИП Соловьева отказалась вести совместную деятельность, в ходе возврата товаро-материальных ценностей обнаружилась недосдача в общей сумме 604 841 сом, которую ИП Соловьева возвращать в законном порядке отказалась. Указанная недосдача в 604 841 сом была подтверждена актом аудитора Нургазиевой, с которой был заключен договор о проведении инициативной проверки взаиморасчетов между соканцлером и ИП Соловьева. В связи с тем, что ИП Соловьева добровольно отказалась вернуть задолженность соканцлера, пришлось обратиться в 2018 году в Межрайонный суд города Бишкек, решением которого от 18 июля 2019 года Межрайонный суд города Бишкек удовлетворил требования соканцлера и взыскал с ИП Соловьевой в пользу соканцлера указанную задолженность и судебные издержки. В дальнейшем данное решение было оставлено в силе бишкекским городским и верховными судами. И в ходе исполнения решения суда в марте месяце 2022 года от представителей ИП Соловьевой в Первомайский районный суд поступило заявление о пересмотре решения Межрайонного суда города Бишкек от 18 июня 2019 года по вновь открывшимся обстоятельствам. Первомайский районный суд города Бишкек удовлетворил требования ИП Соловьева, и решение Межрайонного суда по иску соканцлера ИП Соловьева о взыскании денежных средств было отменено. Данное решение было оставлено в силе судами 2 и 3 инстанций. Основанием для удовлетворения заявления ИП Соловьевой стало постановление старшего следователя СС УВД Первомайского района города Бишкек Алмамбекова от 4 февраля 2022 года о прекращении уголовного дела в отношении аудитора Нургазиева в связи с истечением сроков давности, где она обвиняла в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 233 Уголовного кодекса Кыргызской Республики. В мотивировочной части вышеуказанного постановления следователя установлено, что указанное в актах проверки взаиморасчетов между соканцлером ИП Соловьевой, составленных аудитором Нургазиева от 11 октября 2017 года и 15 ноября 2017 года задолженности 604 841 сом не соответствует действительности, и указанные акты составлены на основе недостаточной финансовой бухгалтерской информации в нарушении требований закона Кыргызской Республики об аудиторской деятельности, в связи с чем суды пришли к ошибочному мнению, ссылаясь на вышеуказанные обстоятельства, отмечая, что при вынесении пересматриваемого решения суда была фальсификация доказательств, которая повлекла за собой принятие незаконного или необоснованного решения суда. При этом данные обстоятельства установлены лишь постановлением следователя, где по непонятным для нас причинам по данному уголовному делу соканцлер даже не приходила стороной по делу, и именно наши основные финансовые документы не исследовались. Но данное постановление легло в основу отмены решения Межрайонного суда, о котором мы говорили выше, где была ссылка, что согласно части 1 статьи 373 Гражданского процессуального кодекса Кыргызской Республики вновь открытыми обстоятельствами является это обстоятельство, существующее на момент принятия оспариваемого судебного акта, вступившего в законную силу, вынесенного по существу дела, которые не были и не могли быть известны заявителю. А в силу пункта 2
части 2 статьи 373 Гражданского процессуального кодекса Кыргызской Республики основанием для пересмотра судебных актов, вступивших в законную силу по вновь открывшимся обстоятельствам, являются установленные вступившие в законную силу актом суда, прокурора, следователя, заведомо ложные показания свидетеля или специалиста, заведомо ложное заключение эксперта, заведомо неправильный перевод, подложность документов, либо вещественные доказательства, повлекшие за собой постановление незаконного, необоснованного судебного акта. Канцлер считает, что пункт 2, часть 2 статьи 373 Гражданского процессуального кодекса Кыргызской Республики допускает, что актами прокурора, следователя может быть без суда установлена вина подозреваемого за заведомо ложные показания, заведомо ложное заключение, заведомо неправильный перевод, подложность документов либо вещественных доказательств и приравнивает их к актам суда, что прямо противоречит Конституции Кыргызской Республики. Так как в соответствии с частями 1 и 2 статьи 57 Конституции Кыргызской Республики каждый считается невиновным в совершении преступления или проступка, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном законном порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда. Нарушение этого принципа является основанием для возмещения материального ущерба и морального вреда в судебном порядке. Никто не обязан доказывать свою невиновность. Любые сомнения и виновность толкуются в пользу обвиняемого. Из вышеуказанного следует, что постановление следователя, прокурора о прекращении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям в соответствии с оспариваемой нормой без судебного разбирательства, вступившего в законную силу обвинительного приговора суда, доказывает вину подозреваемого и может служить основанием для пересмотра судебных актов, вступивших в законную силу по вновь открывшимся обстоятельствам. Данное обстоятельство также нарушает положение части 1 статьи 94 Конституции Кыргызской Республики, которая предусматривает, что правосудие в Кыргызской Республике осуществляется только судом в предусмотренных в законном порядке и в случаях граждане Кыргызской Республики имеют право участвовать в отравлении правосудия, то есть возможность реализовать свое конституционное право через органы государственной власти. На основании вышеизложенного, руководствуясь частью 3 статьи 97 Конституции Кыргызской Республики, а также статьями 19, 21, 26, 27, 28 закона Кыргызской Республики о Конституции Конституционном суде Кыргызской Республики, мы просим, я в лице канцлера, признать пункт 2 части 2 статьи 373 Гражданского процессуального кодекса Кыргызской Республики противоречащим частям 1-2 статьи 57, части 1-94 Конституции Кыргызской Республики, части приравнивания актов прокурора-следователя к судебным актам. У вас все? Да.